Знаковое событие для крымчан. Делегация из Крыма в очередной раз отправляется на фестиваль крымско-татарской культуры в Турции. Там проживает одна из крупнейших диаспор нашего народа – около 5 миллионов человек. У нас особая миссия. Мы, крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма», едет знакомить турецкого зрителя с крымско-татарской культурой и искусством. Фестиваль стал ежегодным. На этот раз его проводят в Стамбуле. Фото Сергея Албарамсанда. Мы ведем фотовыставку «Крымские татары в современных реалиях» наших известных фотографов. Также делегаты подготовили презентации, доклады, выставки, документальные фильмы о Крыме и выступления артистов. Будут освещаться вопросы образования, культуры, спорта, строительства соборной мечети, реконструкция ханского дворца. Дни крымско-татарской культуры – это возможность рассказать о реальной ситуации в Крыму соотечественникам, проживающим по другую сторону Черного моря. Крымские татары сегодня живут у себя на родине, как и много веков назад. Мы и дальше будем жить и развиваться в Крыму. Фестиваль в Турции начинается с презентации фотовыставки «Крымские татары в современных реалиях». Это работы крымских фотографов Арвидаса Шеметаса и Дилявера Мемеджанова. Это выставка Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия. Фотографии о жизни того, как сегодня живет полуостров. Они демонстрируют жителям Турции богатый культурный потенциал крымских татар. «Крымские татары в современных реалиях» – это фотовыставка о жизни коренного народа в составе Российской Федерации. Здесь и строительство этнокомплекса, молодежного кипу, а также соборной мечети в Симферополе. На фотографиях жизнь крымских татар, реконструкция хансарая в Бахчисарае, возведение соборной мечети в Симферополе, строительство школ, детских садов и спортивных комплексов в местах компактного проживания крымских татар, возрождение культурного наследия коренного народа. Наша основная цель – донести до соотечественников, как сегодня развивается крымско-татарская культура и жизнь нашего народа. А это работы крымско-татарских современных мастеров золотой и двусторонней вышивки, национальная одежда крымских татар, головные уборы и предметы декора. Мой отец – крымский татарин. Я очень этому рада. Мы благодарны вам, что познакомили нас с культурой крымских татар. Все эти экспонаты и фото напомнили нам о Крыме. Я очень счастлива. В ближайшее время планирую побывать в Крыму. Медиацентр имени Исмаила Гаспринского подготовил выставку книг и журналов на крымско-татарском языке. Каждый мог взять национальное издание на память. Крым-татар ширлар. Мне понравилась книга крымско-татарской поэзии. Это старинные стихи о любви. Всего из Крыма приехало более 20 человек. Это представители Совета крымских татар при главе республики, предприниматели, общественники и артисты. А это уже официальная часть фестиваля. Звучит гимн России, Турции, крымских татар. На одной площадке более 200 человек. Это гости из Крыма и диаспора крымских татар из разных уголков Турции. Дорогие гости, я счастлив вас приветствовать в Стамбуле на фестивале Дни крымско-татарской культуры. После торжественной части участники фестиваля приступили к докладам и обсуждению перспектив развития отношений Турции и Крыма. Секретарь Совета крымских татар при главе Крыма, профессор Лимара Селендили, рассказала о положительных изменениях и достижениях в сфере образования. Мы выполняем не просто народную дипломатию, которая связывает крымских татар в единое целое, а это очень важно, чтобы крымские татары, которые проживают в Турции, они знали, что у них есть родина, и они должны стремиться к своей родине, к своим корням. И наша задача в объединении народа в единое целое. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Рустем Казаков рассказал о развитии национальных видов спорта среди крымских татар и о проекте «Спортзал. Каждый населенный пункт». Таких по Крыму открыли уже 7. Турецким делегации рассказываем об этом, что нас никто не притесняет, нас никто не ущемляет. Нам очень живется вольготно с Россией. Турецким соотечественникам рассказали и о строительстве соборной мечети в Симферополе. Возведение этого религиозного комплекса крымские мусульмане ждали много лет. И заодно по ходу встреч мы здесь много с ними обсудили вопросов по экономическому сотрудничеству. Работа продолжается. Сегодня было несколько встреч и с бизнесменами. Мы тоже обсудили. И
конкретно наметили работу в Крыму турецких рабочих. Договор подписали. Телеканал «Милет» в очередной раз подготовил документальный фильм на турецком языке о развитии Крыма за последние 5 лет. Именно крымские татары, проживающие сегодня на родине, в Крыму, имеют право говорить о том, что происходит в Крыму, показывать, рассказывать. И сегодня, благодаря работе телеканала «Милет», здесь будет представлен документальный фильм. И я думаю, что в сознании людей, которые пришли на это мероприятие, очень многое поменяется. Фестиваль проводят во второй раз организаторы Федерация культурных объединений крымских татар Турции совместно с Советом крымских татар при главе республики, а также деловой культурный центр Крыма и другие. Это год культуры и туризма между Россией и Турцией. Поэтому мы решили познакомить Турцию с культурой крымских татар. Спасибо и вам, телеканал «Милет». Вы освещаете события, связанные с нашим народом. Информируйте нас. У вас хорошо это получается. Мы, в свою очередь, рады принимать активное участие. Надеемся, что фестиваль состоится и в следующем году. Грандиозный, величественный, ритмичный и в то же время утонченный танец Хайтарма – это многовековая история нашего народа. В нем вся его красота. Выступление артистов крымско-татарского ансамбля песни и танца Хайтарма – финальный аккорд фестиваля в Турции. А это кашых или кызойны – танец с ложками. Премьера ансамбля. Турецкий зритель увидел ее раньше крымского. С особым восторгом турецкая публика приняла вокально-хореографическую постановку «Епиджан Уйна» – танец старинной национальной обуви «Табалдырык». Очень жаль, что мы не все приехали, но я думаю, что даже таким малым составом мы порадовали не только своих крымских татар, но и турецкого зрителя своей программой. У нас было очень много премьер сегодня. Мы постарались сделать программу такой насыщенной. Народная дипломатия в очередной раз стирает границы. Такие мероприятия еще раз подтверждают, что о Крыме хотят слышать из первых уст. Крымские татары в мире и согласии живут и процветают у себя на родине. Айша Шулакова и Эдем Исмаилов, телеканал «Милет», Стамбул, Турция.